сосредоточена власть. От того, насколько эффективно они работают и как эту власть используют, зависит качество нашей с вами жизни. Какие меры они готовы предпринять для улучшения ситуации, какие у них новые идеи? Эти вопросы мы адресуем сегодня министру культуры. Гудис Эдуардович, я рада вас приветствовать. Честно говоря, хочу сказать, что ваше назначение немного удивило не только меня, потому как до вас министрами культуры были люди из творческой среды, деятели искусства. Как вы считаете, менеджеру, да, министру не обязательно быть из этой среды, из среды культурных деятелей искусства? Мне этот вопрос, кстати, неоднократно уже задавали, но я отвечу вам так. Безусловно, и не только министр культуры, но и руководитель любого ведомства, он должен разбираться в том деле, куда он пришел. Но, на мой взгляд, самое главное для руководителя, в том числе и министра, понимать, что делать, понимать, в каком направлении двигаться, принимать волевые решения и, конечно же, быть готовым нести персональную ответственность за результаты своей работы. И что касается непосредственно меня, вам спасибо за вопрос. Время, насколько это у нас получится, качественно работать, время покажет. Но принцип моей работы – это работа в команде. У нас замечательный молодой коллектив, очень профессиональные у нас сотрудники. И я думаю, что общими усилиями и нашего коллектива Министерства культуры, и нашего большого дружного коллектива подведомственных учреждений, общими усилиями мы сделаем очень много полезных проектов. Министерство культуры на фоне ситуации в других министерствах кажется менее проблемным. Хотела бы узнать, вы уже успели окунуться в текущие дела и, на ваш взгляд, какова ситуация сейчас внутри ведомства? Безусловно, в каждой структуре государственной, тем более с учетом тех известных вам событий, связанных с карантином, безусловно, есть определенные сложности практически во всех сферах, и Министерство культуры в этом не является исключением, конечно же. В нашем ведении находится порядка 40 подведомственных учреждений. Это творческие коллективы, это театры, библиотеки, музеи. И спектр деятельности Министерства культуры, он довольно широкий. Главная задача Министерства культуры – оказывать содействие деятелям культуры, творческим людям в их творческой деятельности. И в связи с этим могу сказать, что, безусловно, есть проблемы, есть сложности. Но какие-то болевые точки, проблемные направления какие-то могли бы уже выделить? Да, конечно. Мы провели ряд встреч, ряд инспекционных проверок по подведомственным учреждениям. Если говорить на примере конкретных учреждений, то у нас есть целый ряд сложностей, связанных с предоставлением возможностей для активной работы целого ряда подведомственных учреждений и творческих коллективов. К примеру, допустим, государственный ансамбль «Шаратан». Это известный государственный ансамбль, который прославлял нашу страну на протяжении многих лет и в советское время, где в коллективе находятся по-настоящему талантливые танцоры. Но, к сожалению, сегодня возникла такая ситуация, что у них нет своей базы, у них нет возможности проводить репетиционные занятия. И в связи с этим, к сожалению, приостановлены и гастрольный план, и концертные программы, и все остальное. И мы намерены в ближайшее время, мы активно этим вопросом занимаемся, мы в ближайшее время намерены решить вопрос с тем, чтобы предоставить им возможность возобновить свои репетиционные занятия. В нашей работе мы, наверное, больше как хозяйственники, в силу того, что творческие коллективы, наш приоритет нашего министерства, не вмешиваться в творческий процесс наших коллективов. Безусловно, есть определенные эталоны, есть определенные стандарты, которые должны выдерживаться. Безусловно, в творческой среде должен быть своего рода определенный
академизм, но тем не менее наша задача Министерства культуры оказать содействие. Создать условия. Да, создать условия, Могли... создать условия деятелям культуры для того, чтобы они могли выступать, как говорится, заниматься творчеством. Важный, на мой взгляд, момент вот подведомственной вашей организации, да, танцевальные коллективы и другие. Во многих из них, насколько вот у меня есть информация, у большинства из них есть долги. Вы уже об этом знаете. При этом у сотрудников этих, да, у танцоров не хватает элементарных вещей, одежды специальной, которая нужна для тренировок и так далее, подготовки. Вот таких элементарных, если вещей не хватает, как мы можем требовать от них какого-то качества? Да, мы об этих проблемах знаем. Мы сейчас занимаемся полным изучением этой финансовой части работы. Хотел бы отметить, что, допустим, по подведомственным учреждениям за прошлый год, кстати, хотел бы вот особенно отметить, вот за прошлый год, 2019 и 2018 год, у нас есть данные, что все подведомственные учреждения профинансированы в полном объеме и за прошлогодний, и за прошлый год. Те средства, которые они просили, они получили в полном объеме. Также есть у нас объекты, которые, так скажем, билетная система, где действует, да, то есть те объекты, которые зарабатывают, проводят концерты, мероприятия. То есть помимо того, что то, что они запрашивали, они получили в полном объеме. Также в полном объеме они освоили эти средства, плюс они осуществляли концертную деятельность, продавали билеты и на этом зарабатывали. Но, к сожалению, так случилось, что у них значительные долги. Это у ряда учреждений. Ну, давать оценку мы на данном этапе я не буду. Мы сейчас проводим тщательную проверку в силу того, что я совершенно недавно приступил к своим обязанностям. Я и моя команда, мы крайне заинтересованы в том, чтобы выявить все эти сложности. Нам это нужно для того, чтобы было понимание, как нам двигаться дальше. Было принято решение придать театру статус государственного, безусловно, заслуженно, на мой взгляд, на примере молодежного театра. Но при этом, принимая решение о присвоении звания государственного статуса театру, нужно, прежде чем принимать такое решение, нужно основательно подготовиться. Сегодня, к сожалению, у молодежного театра нет своей базы, им очень сложно, они репетируют в одном помещении, выступают в другом, порой бывает не хватает им площадей, они пользуются площадкой. Статус есть, а сопутствующих да, статус условий? есть, а сопутствующих условий нет. Безусловно, Министерство культуры и Кабинет министров предусмотрел расходы на заработные платы коллективу, творческому коллективу театра. Но, тем не менее, к сожалению, нет базы. И если говорить об системе управления, да, и хозяйственной деятельности, будут пересматриваться вопросы, связанные именно с деятельностью этих творческих коллективов. Дело в том, что мы сегодня оказались в такой интересной ситуации. Есть молодежный театр, есть абхазский театр. Вот молодежный театр выступает, репетирует в здании абхазского театра, при этом оплачивает все эти расходы. Это можно назвать, это не аренда помещения, но как оказание услуг, наверное, вот, за пользование репетиционным временем, выступлением на сцене. Молодежный театр оплачивает абхазскому театру, ну, скажем так, аренду. Но при этом коллизия заключается в следующем. Министерство культуры финансирует молодежный театр, чтобы молодежный театр заплатил абхазскому театру, то есть нашему же ведомству. То есть удивительная ситуация. Допустим, такая же ситуация у нас возникла и в нашей филармонии. Государство в лице Министерства культуры финансирует оркестр Давида Терзяна.
ежегодно, там порядка 300 тысяч выделяется, для того, чтобы они арендовали репетиционные помещения в филармонии. Но вопрос возникает в следующем. Зачем мы должны платить оркестру подведомственному нашему, чтобы он расплачивался с филармонией, также подведомственной нам? То есть какой-то круговорот непонятный происходит, поэтому мы будем это все пересматривать, конечно же. Мне бы еще отдельно хотелось поговорить о ситуации в Абхазском театре. Если у молодежного театра немножко ситуация другая и нет вот сопутствующих условий, то у Абхазского театра, слава богу, есть и прекрасное здание, но конфликт, который развивается уже несколько лет, и мы такие невольные свидетели этого конфликта, не разрешается. И руководство менялось в театре, но а ВОЗы ныне там. Как вы оцениваете вот там ситуацию сейчас? Во-первых, нам интересно ваше мнение. И может ли этот конфликт быть разрешен вообще в ближайшее время? Потому что, естественно, как зрители мы понимаем, что это не может не сказываться на творческой составляющей театра. Безусловно, все переживают ситуации, но хочу сказать, что особого конфликта нет. Есть определенные разногласия в учреждении. Позиция Министерства культуры в этом следующая. Наш главный приоритет – это то, чтобы театр работал, театр жил, были спектакли, чтобы творческие люди, которые там работают многие годы, чтобы они радовались всех нас своими выступлениями. Мы об этих разногласиях знаем, мы этим вопросом занимаемся. Несмотря на то, что Министерство культуры, Надя, есть руководитель на месте, и представители Министерства культуры должны приглашать руководителя, допустим, того же театра и поручать ему навести порядок в кратчайшие сроки, а затем уже прийти и проконтролировать. У нас же подход иной. Мы не будем отстраняться от этой проблемы, мы непосредственно активное участие в решении этих вопросов будем принимать. Мы уже этим занимаемся. И я думаю, что у нас получится сделать так, чтобы работа театра была на должном уровне. Пандемия внесла коррективы не только в нашу жизнь, но и в работу Минкульта в том числе. Многие мероприятия, которые были запланированы в течение 2020 года, они были отменены. Но впереди еще несколько месяцев до конца текущего года, и один из самых главных культурных мероприятий в стране, фестиваль Хибла Герзмава приглашает, он будет или нет? Какие планы насчет этого? Мы также очень переживаем за это событие. Как вы отметили, да, в связи с карантином очень много мероприятий в области культуры, запланированные мероприятия были отменены, целый ряд мероприятий выпали в этом году. И мы искренне надеемся, что за вот этот последний, оставшиеся месяцы до конца года, те мероприятия, которые запланированы, это наши знаменательные даты, это День Победы, День признания Республики. Также я хотел бы отметить, что в этом году у нас юбилей Государственного ансамбля «Шаратын», также у нас в этом году юбилей хоровой капеллы. Мы сделаем все возможное для нас, чтобы эти знаменательные мероприятия, они все же состоялись. По поводу фестиваля, уже ставшего традиционным, фестиваля Хиблы Ливарсовны, мы на днях связывались, у нас был долгий предметный телефонный разговор, мы обсуждали вопрос возможности проведения этого фестиваля. И по результатам нашей телефонной беседы принято решение о том, что в ближайшие дни Хибла Ливарсовна будет в Абхазии, приедет домой, и мы уже здесь при встрече более предметно в рабочем порядке обсудим возможность проведения этого фестиваля. Радует то, что нет категоричного отказа от вот этого графика. Да, отказа нет. Мы в первую очередь ориентируемся на ситуацию с карантином. И ближе к времени может быть так случится, что к глубокой осени будет возможность провести этот фестиваль. Гудиса Эдуардович, мы сейчас не зря в таком, с одной стороны, красивом месте оказались.
Это музыкальное училище, музыкальная школа здесь располагается. В одной из сухумских школ мы находимся. Здание великолепное, да, по своей архитектуре. Это один из памятников историко-культурного наследия, но этот объект нуждается в реконструкции, в ремонте. Дети здесь продолжают заниматься, но ситуация здесь не очень хорошая. В этом направлении что вы готовы сделать и какие шаги готовы предпринять? С этими проблемами мы сталкиваемся и в ряде других учреждений. В первую очередь училище представляет интерес, безусловно, как образовательное учреждение, подведомственное Министерству культуры, которое ежегодно выпускает замечательных специалистов, новые кадры, творческие люди. Ежегодно у нас есть выпускники этого учреждения. Но в то же время, как здание архитектуры, здание историко-культурную ценность это здание несет. И, безусловно, Министерство культуры, как вам известно, наделено полномочиями охраны памятников. Ситуация вот здесь – это госсобственность. В том числе. Мы отдельно поговорим об объектах, которые находятся в собственности частных лиц. А тут государство, в общем-то, несет ответственность за состояние. Безусловно. Ничего не делание, да, но тоже как бы приводит к разрушению. Да, на данном этапе мы занимаемся вопросом подготовки документов для подачи заявки на инвестпрограмму, в частности и данного объекта, и еще нескольких объектов. Но вот инвестпрограмма, она что же рамки имеет, да, финансовые? Да, на что вы можете рассчитывать? На какой объем помощи? И или примерно сколько объектов вы могли бы отремонтировать? Принцип работы данной программы заключается в следующем. Безусловно, мы, как Министерство культуры, не можем и не имеем права не озвучивать свои проблемы высшему руководству страны. Мы в обязательном порядке, в кратчайшие сроки должны определить объем работ, то есть сообщить об этом высшему руководству страны, привлечь внимание общественности к данным проблемам. По результатам переговоров, по результатам уже данных проектов будут определены объемы финансирования, и в рамках этих объемов мы искренне надеемся, что все же удастся нам включить наши объекты культуры именно в эту инвестпрограмму. Как скоро это будет, нам сложно говорить. Это результат переговоров на высшем уровне между главами государств, между правительствами наших стран. И все же мы искренне надеемся, к сожалению, в этом году это не представляется возможным, но в будущие годы мы искренне надеемся, что все же данные объекты будут включены в этот реестр. На реализацию мероприятий в 2020 году Минкульту были выделены определенные деньги. Из-за того, что они не состоялись, что с этим бюджетом произойдет? Останется он в распоряжении Минкульта или же эти деньги будут куда-то перенаправлены? В связи с карантином на мероприятие Министерству культуры в 2020 году было заложено порядка 18 миллионов рублей. Но в связи с карантином и в связи с ухудшением экономической и финансовой ситуации в стране руководством страны было поручено не только Министерству культуры, но и всем государственным учреждениям произвести оптимизацию своих расходов. В связи с этим мы эту работу провели, мы оптимизировали наши расходы, мы сократили целый ряд мероприятий, но тем не менее наиболее значимые мероприятия мы сохранили, и руководство страны выразило свою готовность профинансировать, поддержать эти проекты, которые запланированы в этом году. Это государственный объект. Понятно, что государство несет за него ответственность, но есть частная собственность, которая включена в тот реестр, о котором вы говорите. Есть объекты, которые, даже здесь, в Сухуме, которые в плачевном состоянии находятся, владельцы ничего не делают с этими объектами, и медленно эти здания разрушаются. Мы все прекрасно помним ситуацию в Гудауте, когда просто был разрушен владельцем, хотя он утверждает, что он не знал, что это памятник относится к историко-культурному наследию. Вот какие у вас есть механизмы, чтобы заставить владельцев либо что-то сделать с этими объектами, да, не дать этим памятникам разрушиться, либо
Есть возможность вообще изъять эти объекты из собственности, Ну, если они не выполняют вот эти обязательства? Да, более 2000 объектов, подпадающие под охрану памятников, это объекты историко-культурного наследия, зафиксированы у нас в общем реестре. Формы собственности этих объектов абсолютно разные, как и республиканской собственности, так и муниципальной собственности. Значительная часть объектов находится в частной собственности. Это владельцы домов, старых домов, которые еще в советское время там и выделили жилье под коммунальные дома, потом послевоенное время люди оформили, живут. То есть это частные дома, но тем не менее они крайне представляют для нас свое историческое значение. И государство со своей стороны обязуется, берет на себя обязательства по сохранности этих объектов. Но при этом хотелось бы отметить, что данный список, данный перечень объектов, он немного раздут в силу того, что мы в данный момент проводим активную работу данного списка, в силу того, что мы в процессе изучения перечня этих объектов выявили обозначенные объекты, которых уже не существует. То есть есть объекты, указанные в реестре, но по факту, по месту прибытия к этому объекту, там кроме фундамента ничего нет, либо очертания фундамента. То есть мы будем сейчас убирать, подчищать, перерабатывать. Может быть такое, что это было разрушено здание? Да, конечно. Или просто это какие-то брачные постройки? Также, безусловно, нами в ближайшее время планируется представить на рассмотрение ряд нормативно-правовых актов. Вы пример привели, был снесен объект, это он частный собственник, владелец этого дома, да, если подумать, имеет право там снести и так далее. Но тем не менее, согласно закону, он не может предпринимать подобных действий без согласования с Министерством культуры. Но, к сожалению, так случилось, что, к примеру, штраф там порядка, совершенно незначительные суммы штрафа налагаются на нарушителей. В связи с этим, безусловно, мы будем сейчас в ближайшее время представлять на рассмотрение ряд правовых норм, также целый ряд законопроектов представить на рассмотрение не только объектов культуры, но и находок, ценных находок, потому что правовой статус он не обозначен. Для нас крайне важно определить статус незаконного исследования объектов, исторических объектов, археологических объектов. Но есть такое выражение в простонародье «черные копатели». Их деятельность очень активна в Абхазии. Это можно наблюдать по находкам. Так случилось, что в связи с карантином мы начинаем выявлять людей, которых нет возможности вывозить за пределы Абхазии свои находки, и они обращаются к нам. Владельцев памятников историко-культурного наследия заставить или отнять у них механизм есть? Механизма такого нет. Единственное, мы, согласно закону, можем их обязать сохранить фасадную часть. И последний вопрос, стандартный вопрос для всех участников нашего телепроекта. Нам бы хотелось знать вот 3 направления, которые вы планируете в течение текущего, в том числе года, в течение года осуществить точно, довести до конца, чтобы мы с вами могли через год встретиться и поговорить об итогах этих. Мы хотим сделать упор на традиционной культуре. Мы хотим разработать программу выявления творческих коллективов самодеятельности в районах, возродить семейные коллективы, сельские коллективы. 3, безусловно, решить вопрос Абхазского театра. Я вас благодарю за сегодняшнее интервью. Это первое интервью в качестве министра культуры. Желаем вам удачи, чтобы вы все намеченные дела смогли осуществить. Спасибо.